начале встречи Юнусбек Евкуров напомнил всем, что на каждом координационном совещании необходимо подводить итоги предыдущего совета, проанализировать, как были исполнены те или иные поручения. Завтра к исходу дня мне представьте итоги предыдущего. Почему? Потому что если мы не будем обсуждать решения предыдущих пунктов вопросов, поднимать задачи, которые ставятся главам муниципальных образований, кто выполнил, кто не выполнил, кто лучше, кто хуже. Органы властями разбираться, мы постоянно будем на это наступать грабли, на неисполнительность. Ну и плюс, если у нас первым вопросом стоит исполнение тех вопросов, которые на предыдущем совещании, и вы, как аппарат, и те исполнители будут лучше работать здесь. Понятно? Обратите на это внимание, и протокола касается, и вас тоже касается. Именно в план совещания занесите. Первый вопрос – это вот это. Далее руководитель региона подвел предварительные итоги спецоперации в сельском поселении Пседах, в ходе которой были уничтожены участники банд подполья, личности которых устанавливает следствие. Отдельно мы благодарность выразим тем сотрудникам, которые отработали успешно по этой информации. Если это именно та группа, которую мы подразумеваем, уничтожена, то уже можно сегодня сказать, что с организованным бандподпольем, с организованным, я подчеркиваю, с состоящими из определенных банд-групп, как мы раньше говорили, Назрановская, Малгобекская, то в республике покончено. Почему? Потому что это у нас была такая, хочется сказать, чтобы она и была последняя, говорю, последняя банд-группа организована в республике, это была Малгобекская. Поэтому это тоже хороший показатель, хороший результат, и долго к этому шли спецслужбы, особенно Федеральной службы безопасности. И всем за это спасибо. И тем жителям, которые дали информацию, в том числе не без этого прошло, и то понятно, что оперативная работа, она впереди всей истории была. Ну и тому мастерству, с которым сотрудники управления отработали уже непосредственно при реализации самой задачи. Опять же, бандитам было предложено сдаться, как это и бывает. Бандиты приняли свое решение, поэтому они были уничтожены на месте. По вопросам принимаемых в республике мер по противодействию рецидивной преступности, а также организации работы республиканских органов государственной власти и местного самоуправления по социальной реабилитации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, доложил ИО министра внутренних дел по республике Ингушетия Юрий Муравьев. Необходимо отметить, что около половины преступлений, совершенных указанной категории лиц, являются преступлениями небольшой тяжести, 57 преступлений, и каждое третье средней тяжести, 40 преступлений. Удельный вес преступлений, совершенных указанной категории лиц в общей структуре зарегистрированных преступлений, составляет 12%. Основная категория ранее судимых лиц, которые подразделениями полиции проводится индивидуальная профилактическая работа, являются лица, в отношении которых установлен административный надзор, а также осужденные к мерам наказания, не связанные с лишением свободы. Всего в МВД по республике Ингушетия под административным надзором состоит 110 лиц. Только в текущем году поставлено под админадзор 44 лица. Глава региона подчеркнул, что большую помощь должны оказать местное самоуправление и общественность. Далее на совещании рассматривались вопросы совершенствования организации дорожного движения, улучшения качества дорожной сети. Согласно докладу начальника управления ГИБДД МВД по республике Ингушетия Валерия Ладыгина, за 7 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий, в ходе которых 40 человек погибло и 194 получило ранения. Хочу отметить, что дороги регионального значения в Республике Ингушетия за последние годы стали лучше, в особенности по состоянию покрытия и геометрическим параметрам на отдельных участках. После реконструкции в 2015 году автомобильной дороги М29 «Кавказ» на участке между километрами 589 и 602 количество ДТП значительно сократилось. Аналогичная динамика снижения количества ДТП происходит и на иных участках, где произведены работы по улучшению геометрических показателей. Вместе с тем, значительное количество дорог, это дороги и улицы в пределах населенных пунктов, находятся в неудовлетворительном состоянии, как по качеству, так и обустройству. В среднем в населенных пунктах происходит до 65% от всех ДТП. При этом выявляются недостатки, способствующие совершению этих ДТП в 48% случаев.
На совещании также были затронуты вопросы, связанные с незаконным землеотводом в муниципальных образованиях. По мнению Юнусбека Евкурова, земельные участки в центре населенных пунктов заняты, а строительство школ и детских садов на окраинах сел создает большие неудобства для местных жителей. Но и на Зане, и в Карабулаке, везде мы должны по всем землям провести вот такие совещания. И дальше уже руководители на местах, в том числе особенно Андрей Владимирович, ваши подчиненные на местах должны, конечно, максимально там участие принять и все-таки завернуть назад в законную схему те аферы, которые там были проведены землями. У нас бывает так, что иногда в центре села свободные земли лежат, якобы кем-то занятые, а школу, садик там, или другой социальный объект предлагают вынести на окраину, на холмы куда-то там и совершенно людям до лампочки. Хотя закон позволяет в интересах там чего-то эти земли, даже если незаконно выданы, изъять и людям там дать в других местах земли. Ну, пока что власть или власть имущие не пытаются этим пользоваться с учетом каких-то родственных там, или личных отношений, наверное, скорее всего так. Глава Ингушетии указал сроки выполнения поручений, которые были озвучены в ходе заседания. Тамерлан Хамхоев, Хусян Гагиев, Рамзан Ахильгов, Рамзан Зурабов. Новости 24.